А вы знали, что в Ингушетии есть своя музыкальная постпанк-группа, первый клип которого вышел 21 января 2022 года, получается 3 года назад. И если вы не слышали или не смотрели их клипы, то сейчас самое время. Муслим, расскажите, пожалуйста, про первый альбом поподробнее. Собственно говоря, Genius Blues появился спонтанно, это вообще не мой проект, это проект моего друга и его подруги тогдашней. Они задумали это как группу, и, собственно, мой друг занимался музыкой, тогда мы не были с ним знакомы. Он занимался музыкой и с кем-то поспорил, можно ли написать постпанк на ингушском языке. Постпанк — такой жанр. Он об этом поспорил, идея у него была, но в целом никуда не двигалась. А я был на первом курсе, вот сентябрь, я снял первые монтажные работы учебные, такие упражнения. Потом объявили карантин, я прилетел в Ингушетию, отснял то, что нам дали на карантин, упражнения, и не знал, чем делать. И тогда мой друг Зураб Даскиев свел меня с этим человеком, и мы вместе начали работать над, собственно, клипом. Потом они умели работать, я до этого ничего серьезного не снимал. Я знал какие-то монтажные приемы, как выставить кадр, да и в целом все. Он до этого написал какие-то вещи, в основном в стол, и мы не знали, как снимать клип, и делать это все на ходу. Бюджет у нас был там 10 тысяч рублей, плюс моя камера, плюс мои друзья, которых я собрал. Больше у нас не было ни организационных, ни финансовых ресурсов, и мы начали как-то работать. Он мне наказал референсы того, что хочет написать. Я под это написал там черновой тритмент. Потом я начал снимать, он посмотрел то, что мы отсняли, начал делать под это музыку, я начал доснимать под ту музыку, которую он, собственно, сделал, собрал финальный вариант, и он уже под финальный вариант переписал снова демку. Ну, то есть такой неправильный процесс, но зато все сложилось в синергии, и благодаря этому, наверное, у нас очень хорошо визуал сочетается с тем, что мы еще написали в музыкальном плане. И потом без всякой надежды, без ничего, потому что это не был проект, в котором мы такие, вот это наше будущее, просто выложили на YouTube, это имело небольшой на успех, и мы решили продолжить. Потом, когда я после первого курса прилетел, мы сняли еще один клип, тоже, опять же, очень дешево, но уже примерно понимая процесс, мы его сняли и выложили. Он тоже имел успех, но ввиду определенных обстоятельств его пришлось удалить. И, собственно, потом мы начали продолжать работу. Поиски, по-моему, в 8 серии фигурирую. И вот сейчас мы снова начали уже активную работу. Сейчас нас осталось вообще мало, нас буквально 2-3 человека, и плюс люди, которых мы привлекаем под конкретный трек. Но мы уже начали разрабатывать альбом, большая часть альбома написана. Мы сейчас график релизов составили, альбом 5 октября выйдет, но мы планируем клипы, уже какие-то деньги появились люди уже в Москве, с которыми мы готовы сотрудничать, да и в Ингушетии они есть, и мы будем вот сейчас пробовать это все как-то налаживать и более серьезно что-то превращать, потому что до этого это все было что-то написанное на коленке в плане музыки, и клипы собранные на коленке, почти без бюджета. Хотелось бы двинуться куда-то дальше. Собственно, была попытка, но я, собственно, уже рассказал, что материалы с этой попытки были утеряны, хотя нам очень нравилось то, что мы сделали. Какая была обратная связь, в принципе, как отреагировали для нашего региона, что-то новое, мне кажется? Первого альбома еще нет, про первые релизы. Первый релиз еще встретили от Савехасу хорошо, с Исмаилой, собственно, были проблемы с тем, что не готово наше население было к такому экспрессивному визуалу и необычному звуку, и довольно абстрактным, и при этом абстрактным текстам и сложным темам, поднимаемым в этих текстах. И были проблемы, заторы с этим. Но сейчас как-то у нас появилась фан-база в Ингушетии, она ограниченная, но очень верная и разбирающаяся в нашем творчестве. А в Москве, например, нас очень позитивно встретили, там
среди московского андеграунда и богемы наше творчество принимается. И очень хорошо. В общем, Муслим, желаю вам успехов. Спасибо большое, что ответили на все наши вопросы. Пусть вы и дальше продолжите нас радовать своим творчеством. А вы, дорогие телезрители, берите свои телефоны, включайте наушники и наслаждайтесь этой прекрасной музыкой.